Привет, друзья! Все как и в прошлый раз. Я Елизавета, вы благодарные зрители. Сегодня я вам буду рассказывать о месте отдыха Алатырь и о спортивной тропе 1000 шагов к здоровью. Наверняка у вас возник вопрос, а где я вообще нахожусь? А нахожусь я на территории национального парка Смольный. Место отдыха Алатырь – это 3 уютных гостевых домика. Домики располагаются в уютном сосновом лесу, поэтому, приезжая к нам, вдыхайте полной грудью. 1 на 6 мест и 2 на 2 или 3 места. Готовы круглый год принимать гостей. Все необходимое находится в домиках. Также в месте отдыха Алатырь оборудованы летние и зимние беседки. На территории есть баня. Место отдыха Алатырь ждет своих любимых туристов круглогодично. Долго я здесь не задерживаюсь и постепенно перемещаюсь на тропу. Две-3 минуты, и мы оказываемся у входной группы тропы здоровья. Что я сразу для себя подметила, так это то, что меня встречает символ национального парка – глухарь. Именно он станет моим помощником и проводником на тропе. А вас я обязываю выполнять все задания вместе со мной. Дайте мне пару секунд, и я ознакомлюсь со схемой маршрута. Обязательно обращайте внимание на схемы маршрутов. Это поможет вам понять, как вы будете двигаться. Всего их существует 3 – кольцевой, радиальный и линейный. Передо мной линейный. Я готова к путешествию. Поехали! Любая физическая нагрузка требует подготовки. Даже если это зарядка на лесной поляне. Подтянитесь, расправьте плечи, поверните голову в разные стороны. Почувствуйте ваши мышцы, суставы и связки. Это очень важно для предстоящей тренировки. Мне не терпится начать, пойду тренироваться. Друзья, разминку выполняем не спеша. Помните, важно не количество, а качество выполненных упражнений. Ну и все, я чувствую, как кровь побежала по моим венам, и я готова приступить к следующим заданиям. И вы со мной. Глухарь вещает, что я красива, умна, в меру упитана. Хотя следующее задание для нас – это высчитать индекс массы тела. Что у нас дано? Вес нужно поделить на рост, который переумножен между собой. Сейчас я быстренько посчитаю в уме и скажу вам, насколько я упитанная. У меня получилось 18 с копейками. И глухарь мне говорит, что меня нужно срочно кормить, срочным образом. Многие пытались, но, к сожалению, не удалось, как вы видите. А сейчас вы напишите мне в комментариях, какой индекс тела получился у вас. Я жду. Написали? Я надеюсь, вы не подвели мне и написали, потому что мы продолжаем двигаться и выполнять задания и оздоравливаться. Ну, конечно, сравнили меня и зайца-беляка. Сейчас я посмотрю, какие здесь задания. Что? Приседания, отжимания и подтягивания? Нет, я не соглашалась с такой экстремальной съемкой. Давайте врубаем камеру. Ладно. Ручки у меня хоть и слабенькие, но я знаю очень много информации о прекрасном зайце, который у нас изображен на стенде. Но для этого мне нужно присесть. Факт номер 1. Зайцы-беляки не такие трусливые, как про них рассказывают. Они иногда могут вступить в бой со своим противником, используя сильные задние лапы и длинные когти. Факт номер 2. Скрываясь от хищников, заяц никогда не покидает свои территории. Факт номер 3. Зайцы общаются между собой посредством барабанной дробью, и бьют они эту дробь передними лапами. Все интересное закончилось. Вы, мои бойцы, идете со мной. Что? Пресс? Вы что, серьезно? Меня пытаются убить на этой тропе. Так,
А как залазить-то, ё-моё? Ай, до бобра мне еще далеко, но я надеюсь, что вы меня поддерживаете и выполняете все задания вместе со мной. Я очень сильно надеюсь, что это последнее сложное задание для меня. Сейчас мы об этом узнаем. Ага, баланс. С балансом у меня все в порядке. Простые и непривычные задания развивают чувство тела. Включается особая зона мозга, мозжечок, который отвечает за положение тела в пространстве и за координацию движения. У вас получилось наладить контакт с вашим мозжечком? У меня вроде все идет по плану. Идем дальше оздоравливаться. Скорее всего, вы знаете, что представители семейства кошачьих очень гибкие. Сейчас и мы с вами попробуем развить свою гибкость через несложные задания. Ну что, мы с вами немножко потянулись, а дальше вроде бы должен быть стенд про дыхание и пульс. Давайте посмотрим и наконец-то отдохнем. Я вас не обманула, этот стенд и правда нам рассказывает про дыхание и пульс. Сейчас мы с вами сделаем несколько упражнений. Вдыхаем глубоко через нос. Выдыхаем через рот, вы делаете несколько подходов, а я вам расскажу про удивительное животное андатру. Андатра очень схожа с крысой, поэтому имеет второе название – мускусная крыса. Также андатры – хорошие пловцы. Было зафиксировано, что в лаборатории андатра под водой без кислорода находилась 12 минут. В дикой же природе она может выдержать 17 минут. Для человека это, конечно, не под силу, насколько может быть удивителен мир дикой природы. У нас остается последний стенд, и мне уже не терпится узнать, какое же нас ждет задание. Пойдемте смотреть. Мои поздравления! Я прошла 1000 шагов к здоровью. Надеюсь, вы поддерживали меня и выполняли все задания вместе со мной. Мы с вами заберем приятную усталость от тренировки, бодрость и радость движения. Последнее задание – проверить знания, полученные ранее. Поправьте меня в комментариях, если я ошибусь. Бобр у нас был самым упорным, рысь самой гибкой, андатра была лучшим дайвером, а еж самым ловким. Хотели бы вы обладать такими же способностями? Подведу итог. На территории национального парка Смольный есть где спать и есть где весело провести время. А это значит, что я вас жду в национальном парке Смольный, место отдыха «АЛЛАТРА». Друзья, пришла ваша очередь покорить тропу здоровья. До новых встреч!